بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения за совершенные грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение, а тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, и нет у него товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах. И сказал Абу Дауд, Сулейман ибн Аш'аth ас-Сиджистани, рахимахуллах, в своем сборнике хадисов Сунан, Китаб ат-Тахара, книга очищения, Бабун, глава 15. Филь баули, филь мустахамми. Глава о справлении малой нужды вместе купанием. Можно или нельзя это делать там, где человек берет гусль, купается, как в наше время ванна или же баня и подобные места. Можно, нельзя справлять в них малую нужду. قال حدثنا Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, сказал Абу Дауд, нам рассказал Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани, Абу Абдулла, известный ученый Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, известный ученый, один из имамов, основатель 4 масхабов, ханбалитского масхаба. Он родился в городе Мару, то есть город Мерв. Это современный Туркменистан. В настоящее время этого города нет. Остались только одни руины. Его мама, то есть он не родился, его мама оттуда выехала с ним в сторону Багдада, когда она была беременная, и он уже родился в Багдаде, и там он вырос, и там он умер. Известный ученый, знаток хадисов, факих. Умер в 241 году по хиджре, ему было 77 лет. Аль-Хасан ибн Али также рассказал, Аль-Хасан ибн Али, то есть два учителя Абу Дауда, Каля, они оба сказали, и Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, и Хасан ибн Али, Хаддатана Абдур-Раззак, нам рассказал Абдур-Раззак ибн Хаммам, также известный ученый, составитель сборника хадисов Мусаннаф, где приводятся высказывания сподвижников, табиайнов и ученых. Каля Ахмаду, сказал Ахмад, Каля хаддатана Ма'мар, нам рассказал Ма'мар ибн Рашид, также известный ученый, Каля, который сказал, Ахбарани, мне сообщил Аш'аth. Каля, это была часть, переданная имам Ахмадом. Затем переходит к другой части. Вакаля Хасан, второй учитель Абу Дауда, сказал Хасан аниль Аш'аth, от Аш'атha, там было же Ахбарани, то есть сообщил. Получается, Ахмад слышал, как он говорил. Сказал Хасан ан, от просто. Получается, это уже чуть ниже степенью.
Потому что, когда говорят, нам рассказал, нам сообщил, мы слышали, значит, человек слышал. Когда говорится просто от кого-то, значит, это уже, возможно, не слышал. Возможно, таким образом человек что-то скрывает. Поэтому, когда просто ан от кого-то, а не нам рассказал, нам передал, как я говорю, это означает чуть ниже степенью. И уже там, возможно, не слышал. Поэтому Абу Дауд приводит оба варианта. И рассказал, и просто от. Показывает, что они немного разные. Ан Аш'аth ибн Абдилля, здесь приводится его имя отца Абдулла. Ан Аль-Хасани, со слов Аль-Хасана Аль-Басри, известного ученого из табиинов. Ан Абдилlah ибн Мугаффалин, со слов Абдуллаха ибн Мугаффаля, сподвижник. Абдуллах ибн Мугаффаль, это сподвижник, Абу Абдур-Рахман, сахаби, который участвовал в присяге под деревом в год, когда пророк Мухаммад салям поехал совершать умру в Мекку, но его не пустили, и в местечко, которое называется Худайбия, где потом был заключен Худайбийский договор, там была присяга под деревом. Под деревом, то, что мусульмане будут защищать пророка Мухаммада салям до конца. Потому что когда узнали, что там в Мекке Усмана послали, пророк Мухаммад послал Усмана, но он не вернулся, и пошли слухи, что его убили. Поэтому Мухаммад салям уже был готов, будучи в храме, взять в руки оружие. То есть и указывает на то, что если там участвовал, то есть Аллах говорит, что Аллах ими доволен. Я недоволен Аллахом. Показывает то, что эти наилучшие из подвижников жил в Медине и умер в городе Басра. Абдуллах ибн Мугаффаль, он сказал, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, لا يبولن أحدكم في مستحمه, لا يبولن, пусть исправляет малую нужду, то есть ни в коем случае, здесь приводит усиление, как لا يبولن, два нун с ташлидом в конце, вдвойный нун, но с ташлидом, показывает, что ни в коем случае, пусть человек исправляет малую нужду, ахадукум, один из вас, фи мустахаммихи, в месте, где он моется, где он совершает гусль, где он купается, thumma, затем ягтасилю фиhi, потом он будет брать гусль в этом же месте. То есть, получается, исправил нужду, потом берешь гусль, и если брать, иметь в виду то, что это было раньше, когда скажем, просто какой-то человек сидел в яме, да, в каком-то тазу, да, и так далее, вода не утекала, а оставалась под ногами, там, получается, человек уже было место неджис, и брать гусль там было бы человеку грязным. И слово мустахаммун, здесь мухтасаль, место совершения гусля, купания, в основе оно от слова, то есть хамим, то есть там, где моются горячей водой, в арабском слове даже хаммам есть баня, потому что там моются именно горячей водой. Здесь имеется в виду не только там, где горячей водой, любое место, где человек купается, где человек моется, где человек совершает гусль. Это первая версия, которая бесспорно достоверна. Каля Ахмаду, сказал Ахмад, есть другая версия этого хадиса, thumma, затем ятаваддау фих, затем он будет совершать омовение в этом месте. Фаинна, так как аамматаль васваси, большинство научений от шайтана минху, от этого, то есть от совершения малой нужды, правильной нужды в месте купания, потом совершение гусля и омовения в этом месте. Из-за этого возникает очень много человека сомнений. Но эта часть хадиса, она спорной достоверности. Некоторые ученые считают ее слабой и недостоверной. И если человек справляет нужду там, где он будет купаться, или там, где он купается, то это место станет неджисом, и понятно, что там будет вода, которая будет попадать ему на одежду, или на его тело, брызги, и человек будет сомневаться, чистые или нечистые. Поэтому из-за этого будут возникать сомнения. Шайтан же будет подбрасывать ему сомнения, говорят, что ты там был, ты справил нужду, там были капельки, да, и поэтому, наверное, у тебя есть что-то есть там. Возможно, ничего нету, но шайтан, его работа такая, чтобы человеку именно создавать проблемы и трудности. Да, поэтому осложнять, то есть восваса, научение, чтобы человек начал сомневаться постоянно в чем-либо, и тем самым, скажем, потом у него были проблемы с поклонениями, потому что чистая вода попадает на землю,
и земля становится наджисом. Поэтому из-за этого это является нежелательным. А если же место, где человек берет гусль, оно, скажем, такое, где, скажем, или есть сток воды такой, как в наших ваннах или в банях, вода же утекает, поэтому человек стоит в таком месте, где вода не собирается. Просто справил нужду, смыл, да, ничего не осталось. Поэтому откуда будут сомнения? Поэтому, если вода собирается под ногами, там будет сомнение. Если вода не собирается, то сомнений быть не должно. Поэтому и сказал Ибн Хаджар, рахимахуллах, что если же, говорит, такое место, земля, где брызги, нет брызг, то есть там вода, то есть не брызгает на человека, или же место, где есть, то есть манфата, где вода утекает, так что моча не остается в этом месте, она смывается, вытекает и не остается, то в этом случае у человека не появляется сомнений, не появляются у него разные наущения от шайтана, то, что, возможно, моча попала на его тело. И во втором случае, тем более, когда вода утекает, это место становится чистым. Поэтому то есть, современные, скажем, то есть ванны, даже человек хотят не туалет, хотя человек справить нужду обычно то есть, в туалете, но если ванна человеку нужно было это сделать, то смывается же. Потом человек берет гусль в чистом месте, и у него сомнений не появится никаких, потому что он смыл, ничего не осталось. Поэтому хадис не касается таких мест. Касается мест, в которых вода собирается, не утекает, или же брызги попадают на человека. Там, где вода утекает, не собирается, то нежелательность этого хадиса на такие места не распространяется. И также приводится, усиливает это мнение Ибн Хаджара, то, что привел Ибн Маджа в своем сунан, со слов Али ибн Мухаммада ат-Танафиси, который сказал, что это, говорит, было там, где в ямах. Когда человек в какой-то яме справляет нужду, потом берет гусль в этом месте, то у него появляется сомнение. А что касается нашего времени, когда еще было, да, места, говорит, совершения гусла, они, говорит, сейчас, скажем, уже не ямы, так, как современные, скажем, да, то есть душевые, современные бани, то есть и там, которые стены у них там, скажем, из плитки там, или же там из цемента и так далее. И человек исправляет нужду, то есть он поливает водой, и вода утекает, то, говорит, в этом случае, говорит, нет проблем. Это является дозволенным. Также привел Тирмизи слова Абдуллаха ибн аль-Мубарака, рахимахуллах, что является дозволенным справлять нужду в местах совершения гусля, если там вода утекает. Поэтому то есть, предыдущие ученые уже когда, много веков назад, разделили между одними и другими местами. Поэтому не любое место, где человек совершает гусль, там запрещается справлять нужду. Там, где вода собирается, нежелательно. Там вода не собирается, утекает, то это не является нежелательным. Хотя некоторые ученые запрещали вообще. В любом месте. Если ты берешь гусль в этом месте, как баня, ванна, все, там справлять нужду малую запрещено. Хотя, и как сказал и Шаукани, рахимахуллах, если, говорит, моча, говорит, утекает, то есть это, говорит, не является нежелательным. Если же не утекает, то это является нежелательным. Поэтому хадис понимаем так, что нежелательно справлять малую нужду там, где вода собирается. Там, где вода не собирается, это не является нежелательным, хотя это не является, скажем, не туалет. Следующий хадис. وحدثنا أحمد بن يونس нам рассказал Ахмад ибн Юнус. حدثنا زهير нам рассказал Зухайр ибн Муавия, рахимахуллах, عن داود بن عبد الله со слов Дауда ибн Абдуллаха, عن حميد الحميري со слов Хумейда аль-Химьяри. Химьяр — это племя йеменское, وهو ابن عبد الرحمن, и он, говорит, является сыном Абдур-Рахмана. قال, он сказал, لقيت رجلا, я встретил человека, мужчину, сахиба наби саллаллаху алейхи ва саллям, который сопровождал посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то есть был сподвижником, кама сахибаху Абу Хурайрата, так же, как его сопровождал, был рядом с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра, имеется в виду столько же лет. Абу Хурайра был сподвижником 4 года, также этот сподвижник, имя которого не упоминается,
кто он был? Он также был сподвижником в течение 4 лет. 4 лет, как приводится в сборнике Байхаки. И ученые спорят, кто этот был человек. Кто-то говорит, что это был Абдулла ибн Сирджис, кто-то говорит, что это был Аль-Хакам ибн Амр Аль-Гифари, или же Абдулла ибн Мугаффаль. Есть разные версии, но если этот человек сподвижник, то нет проблемы. Даже если мы его имя не знаем, он сподвижник. Поэтому сподвижники, хоть и знаем имя или имя не знаем, их хадисы принимаются бесспорно, так как Аллах Субхану ва Тааля сподвижников очистил от этого. Сподвижники все являются достоверными передачами хадисов. Их не нужно проверять. Не нужно проверять, кто он, кем был и так далее. Если он сподвижник, все, это уже дальше уже не проверяется, не разбирается. Поэтому сподвижник здесь не упоминается. Его имя это, скажем, не вредит. Хадис в любом случае, хоть имя есть или имя нет, является достоверным. Каля, он сказал, этот сподвижник, Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил ан ямташита ахадуна кулли йомин, расчесываться одному из нас каждый день. И, как сказали ученые, это запрет означает не харам, а запрет означает, скажем, просто нежелательность отвлечения. И потому что если человек каждый день расчесывает волосы, получается, как будто он слишком сильно им уделяет внимание. Поэтому, как и волосы, и борода одинаково, поэтому, как сказать ученые, что если есть нужда, то каждый день дозволено. Если нет нужды, то значит волосы не трогаешь. Если волосы маленькие, значит можешь ходить несколько дней. Если волосы уже немного длинные, значит уже растрепанные и так далее, тогда уже можно и каждый день расчесать. Если нет нужды, то получается нежелательно трогать волосы каждый день. И бороду то самое же. Или же также, что Пророк запретил, ябуля фи мугтасилихи, справлять малую нужду вместе купания, вместе совершения гусля. Все это первая часть, подтверждение того хадиса. И там уже разбирали, где дозволено, где не дозволено, где желательно, где, скажем, не является где нежелательно, где не является нежелательным. Справление нужды вместе с купанием человека. Следующая глава Бабун Нахи, глава запрета аниль баули, справлять малую нужду филь джухари, в норы животных, в норы. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة, нам рассказал Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара. قال حدثنا معاذ بن هشام, рассказал нам Муаз ибн Хишам. قال حدثني أبي, нам рассказал мой отец, то есть Хишам, отец этого Муаза. عن قتادة, со слов Катады, известный таби'ин, عن عبد الله بن Сарджис. Сарджиса, со слов Абдулла ибн Сарджиса, сподвижник, жил в городе Басра, но здесь есть спор между учеными. Катада сподвижник, было сказано, что он не слышал от Абдулла ибн Сарджиса. То есть Катада таби'ин, что он не видел этого Абдулла ибн Сарджиса, поэтому не мог слышать от него хадисов. Поэтому, когда что-то пропущено, хадис прерывает цепочку передатчиков, уже что указано на слабость данного хадиса. Хотя там есть споры, слышал, не слышал от него, говорят, услышал только от Анас ибн Малик, и все. А других сподвижников он не видел. А Абдулла ибн Сарджис, сподвижник, передал 17 хадисов. Даже некоторые ученые сказали, что он не является сподвижником. Каля, то есть он сказал, инна наби саллаллаху наха, пророк Мухаммад саллаллаху запретил ан юбаля, справлять малую нужду филь джухари, в норы. То есть норы животных, то есть тоже копают, скажем, разные насекомые, животные и так далее. То есть справлять нужду именно такие места. Каля, сказал он, каля ли Катада, то есть сказал передатчик от Катады,
спросили у Катада табиина, ма юкраху миналь баули филь джухри, почему, говорит, это запрещено? Почему это является, говорит, нежелательным, совершать нужду в норе животных? Каля, то есть сказал Катада, то есть табиина. Кана юкалу, что говорили, то есть, получается, было сказано или говорится, иннаха, поистине, они, эти норы, масакинуль джинни, места обитания джиннов. И здесь джинны можно понять как, то есть джинны, которые наш параллельный мир с вами, живут рядом с нами, нам невидимы. Также не только джинны, а, скажем, любые животные, любые насекомые, которые не видим глазу человека. Потому что слово джин, то есть джан на арабском языке означает скрытый. Поэтому джинны, почему называют джин? Потому что их не видно, они скрытые. Поэтому, когда есть слово джаннатун, так вот, джин, джанна однокоренные. Почему джаннатун сад? Потому что из-за того, что деревьев много, внутри ничего не видно. Поэтому называется сад из-за того, что из-за деревьев внутри все закрыто, как будто забор стоит. Поэтому называют джанна сад. Поэтому еще есть слово джуннатун, щит. Потому что закрывается же. Поэтому вот слово джанна имеется скрытый, скрытый от глаз человека. И все слова, поэтому если имеется джинны, это и джиннати, и джинны животные, которые невидимы человеку, которые там могут жить, так находиться, потому что даже если, скажем, хадис, тут считает его скажем, слабым, но когда нужду в норы, там, это, скажем, некрасиво так, потому что животные, то есть человек не должен скажем, делать неудобства, да, скажем, не только людям, но и животным также. Если хадис достоверный, то, скажем, как это сказали некоторые ученые, как Ибн Хузейм, Ибн Сакан, его посчитали достоверным. Поэтому хадис спорной достоверности, но в любом случае, скажем, это делать так нежелательно, потому что человек, он не вредит ни людям, ни животным. Поэтому, тем более, когда может там какие-то животные есть, может человеку навредить. Кто-то оттуда может вылезти, да, с этого места, человек ужалить, там, укусить и так далее. Поэтому человек выбирает место, которое не вредит никому, ни людям и ни животным. Хадис приводится также у сборника Насаи, Ибн Маджи и других сборниках. Следующая глава, Бабун, глава Ма якуль раджулю, что говорит человек, ида хараджа мин аль-халай, когда он выходит из туалета, из отхожего места. Каля хаддатана Амр ибн Мухаммад ан-Нақиду, сказал Амр ибн Мухаммад ибн Букер ан-Нақид. قال حدثنا حاشم بن قاسم, рассказал Хашим ибн Касим, все передатчики. قال حدثنا إسرائيل ибн Юнус ибн Аби Исхак ас-Саби'i, также известный передатчик. Ан Юсуф ибн Аби Бурдата, со слов Юсуфа ибн Аби Бурда ибн Аби Муса, ан Аби, со слов его отца Абу Бурда ибн Аби Муса аль-Ашари. То есть это сын сподвижника Ибн Абу Бурда, его отец Абу Муса аль-Ашари, известный сподвижник. Каля, он сказал, хаддататни, мне рассказала Аишату, Аиша радаллаху анха, дочь Абу Бакра Сиддика, супруга посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кана ида хараджа мин аль-гаити, когда он выходил из места справления нужды, Каля, говорил гуфранака. Говорил гуфранака, то есть, о Аллах, прости меня. То есть, гуфранака, о Аллах, прости меня. Это вот зикр, который говорится после справления нужды. То есть, прости меня, или же, я спрашиваю тебя прощения, или же прости меня. Ну, все возвращается к глаголу гафара. Прощение грехов. И почему пророк Мухаммад говорил именно эти слова? Пусть почему он после справления нужды просил прощения у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Приводится много разных вариантов объяснения этому. И, скажем, одно из них, то, что он, пророк Мухаммад салям, просил прощения у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля за то, что он не делал зикр, не поминал его, когда находился в туалете, когда справлял нужду. А он, саллаллаху алейхи ва саллям, поминал имя Всевышнего Аллаха всегда, в любое время. Получается, он постоянно поминал, здесь прерывался.
Получается, он выходил, и за то, что прерывался, за то, что он не делал зикр, он говорил, просил Аллаха прощения, за то, что он это время провел, скажем, без зикра. Это первое объяснение. Второе объяснение, то, что Мухаммад ﷺ боялся, то, что он боялся, что он делает упущение благодарности Всевышнего Аллаха Субхану Тааля за его милости. Милости, потому что Аллах Субхану Тааля дал пропитание, ризк, он его поел. Затем Аллах Субхану Тааля там пища переварил, так сказать, потому что пища переварилась без нашего участия. Затем Аллах Субхану Тааля дал возможность остатка пищи выйти наружу, избавиться от того, что является вредным и ненужным для человека. Поэтому Мухаммад, как будто он просил вас прощения, за что он слишком мало благодарит. За милость пищеварения, да? Пищеварение, милость выхода пищи из организма человека. То, что он не до конца благодарен, поэтому просил прощения, что не до конца он это делает. Поэтому это второе объяснение, почему просит прощения. Или же то, что прерываемся от зикра, это то, что мы слишком мало Аллаха благодарим за милости, то есть милость пищеварения и милость, испражнения человека. Потому что человек же поел же, Аллах дал ризк, да, нам. Мы ничего не сделали, Аллах нам дал ризк. Потом мы переживали, проглотили. Он там переварился. Мы опять-таки, человек же не участвует же в этом. Мы же съели, проглотили, там уже без нас все происходит. Потом уже опять-таки, когда человек, отходы, они должны выходить. Да, все что грязное, ненужное и так далее. То есть все выходит. Поэтому тоже милость Аллаха Субхану Тааля. Если бы человек сказал, не сможет ходить в туалет, так ведь. Бывает, запор человек, или когда человек моча не выходит. Человек понимает эту милость, какова она сильная. Поэтому то, что в этом человек, наверное, мало Аллаха благодарит за эти милости, то есть делает упущение. Поэтому Мухаммад ﷺ это восстанавливал и говорил слова гуфранака. Поэтому выходим из туалета, что бы там ни было, но это является желательным нам сказать слова гуфранака, произнести после выхода из туалета. Следующая глава бабу карахияти, глава нежелательность масси дзакари биль ямини, прикасаться правой рукой к половому органу филь истибраи, во время удаления наджиса, во время истинджа. То есть нежелательность прикасаться правой рукой к половому органу во время совершения истинджа. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم нам это рассказал Муслим ибн Ибрахим аль-Фарахиди и Муса ибн Исмаил, то есть два учителя Абу Дауда. قال, они оба сказали, حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة со слов Абдуллаха, сына Абу Катади аль-Ансари, عن أبيه со слов его отца Абу Катада аль-Ансари, сподвижник Абу Катада, это единственный сподвижник, который такая из куни Абу Катада. Больше такого сподвижника нет. То есть есть Катада табиин, а есть Абу Катада, единственный сподвижник с такой куньей. Его имя, есть разногласия в его имени, но более известно, что его звали Аль-Харис ибн Рибаи, ради Аллаху анху, участвовал в битве при Ухуде и во всех остальных битвах последующим. В Бадре он не участвовал, умер в 54 году по хиджре в возрасте 70 лет. Каля, и сказал Абу Катада, сподвижник, Каля Набиуллах, саллаллаху, сказал пророк Аллаха, саллаллаху алейхи, «Ида баля ахадукум», если один из вас будет справлять малую нужду, «фаля ямасса закараху бияминихи», пусть он не прикасается в это время правой рукой к своему половому органу. Пусть не берет половой орган правой рукой. «Ва-ида аталь халя», если он пойдет в туалет, потому что у нас большая нужда, так ведь, малая и большая нужда. «Фаля ятамасса», то пусть он не подмывается бияминихи правой рукой. Получается, хоть мало нужда, хоть большая нужда, то есть нежелательно правой рукой прикасаться к половому органу во время исправления нужды, и также желательно подмываться, то есть после исправления большой нужды правой рукой. Хотя, как сказал некоторые ученые, что там спор, здесь запрет, он харам или же просто нежелательно, макрух. Некоторые ученые говорят, что нежелательно просто, как масхаб
Шафи'i и ханафиты говорят, что это харам, как мазхаб Ханбали. وإذا и шариба, если он будет пить воду, фаля яшраб, пусть он не пьет нафасан вахидан, скажем, на одном дыхании, то есть залпом. Пусть не попивает воду залпом, то есть, скажем, с одним дыханием. Дыханием, то есть, скажем, не разделяя между, то есть, скажем, не разделяя воду на несколько частей, пусть не пьет, скажем, сразу, залпом, как говорится, на одном дыхании. И потому что в этом случае человек, скажем, если он будет утолять свою жажду, скажем, сразу, скажем, будет выпивать воду залпом, без остановок, то, скажем, здесь, скажем, у него может вода там застрять, там, да, больно сделать, там, и также и в желудке будет тяжело, если человек будет делить воду на 3 части, то есть, то в этом будет для него, скажем, и лучше утолять жажду, и легче для желудка, и, скажем, это красивее, да, человеку, потому что пить, скажем, потихоньку пить, чем пить там, да, крупными глотками. И этот хадис перевели Бухари, Муслим и Насаи, но в их сборниках сказано, если один из вас будет пить, то пусть не дышит в сосуд. То есть Абу Дауд приводится, пусть не пьет там, залпом. Потому что не дышит, получается, человек, когда пьет воду, чтобы он не выдыхал в сосуд с водой, из которой пьешь. Потому что нужно пить, получается, на вдохе. А вот когда выдыхаешь, нужно сосуд убирать. Так понимается хадис. Поэтому, когда человек пьет же, видишь, как бы одним вдохом выпиваешь всю воду до конца. Это Абу Дауд сказано нежелательно. А в Бухари Муслима, там, когда он сказал, не дышать. То есть человек начинает пить, пока вдыхаешь, пьешь, начинаешь выдыхать, стакан убираешь, чтобы воздух не выходил. То есть воздух не попадал в сосуд с водой. Это является нежелательным. И также есть другие ривайты, где сказано, что Мухаммад делил стакан на 3 части. Да. Получается, как бы 3 раза там, да, 3 раза вдыхал, но потом выдыхал наружу. То есть на 3 части делил стакан сосуд с водой. И говорил, что это является, как было сказано, то есть лучше. И лучше для утоления жажды, и лучше для желудка, и так желательнее. Хотя есть у нас начало было тоже желательно. В туалете исправить правую руку. То есть, получается, у нас в туалете только левая рука, правую руку использовать нежелательно, запрещено. То есть подмываться, прикасаться именно во время, да, исправления нужды, во время истинджа. То есть используем только левую руку, правую руку мы не используем. قال حدثنا محمد بن آدم ابن سليمان المصيصي рассказал Мухаммад ибн Адам ибн Сулейман аль-Миссиси قال حدثنا нам рассказал ибн Аби Заида Яхья ибн Закария ибн Аби Заида قال حدثنا Абу Айюб нам рассказал Абу Айюб يعني الإفريقي то есть африканец عن عاصم со слов Асима сына Бахдаля عن المسيب بن الرافع صوف مسيب بن رافع تستابعين ومعبد بن خالد الجهني عن حارثة بن وهب الخزاعي صوف حارث بن وهب الخزاعي которого считается подвижником, относится в ряд подвижников. قال сказал حدثتني حفصة мне это рассказала Хафса Зауджи Наби саллаллаху жена пророка Мухаммада саллаллаху, то есть Хафса, дочь Умар ибн Хаттаба. Хафса бинт Умар ибн Хаттаб, дочь Умара ибн аль-Хаттаба, радиллаху анху, умуль-муминин, мать правоверных. То есть все жены пророка Мухаммада саллаллаху считаются матерями правоверных, умуль-муминин. Пророк Мухаммад саллаллаху на ней женился в 3 году хиджры. До этого она была замужем за Хунейсом ибн Худафа, стала женой пророка Мухаммада в 3 году хиджры в Медине и умерла в 45 году по хиджре. Қалят сказала она Хафса, инна Наби саллаллаху поистине пророк Мухаммад саллаллаху кана яджалю яминаху, он использовал свою правую руку ли таамихи во время еды, ва шарабихи во время питья, ваthiyabихи и для одежды,
Из одежды можно понять, скажем, или брал одежду правой рукой, если, потому что человек же ест правой рукой. Потому что мы берем пищу и ее, скажем, засовываем в рот правой рукой, также и берем стакан, пьем правой рукой. Значит, и одежда, получается, один вариант брал правой рукой, или же второй вариант начинал одевать с правой стороны. То есть правый рукав, правая штанина, то есть начинал с правой стороны. И использовал левую руку в других вещах. Получается, вещи, которые по ниже степени погрязнее. Вещи, как, скажем, в туалете истинджа использовал левую руку, или, скажем, в том, что является, скажем, не грязным, скажем, такими вещами использовал именно для этого левую руку. И сказал имам Ан-Навави, рахимахуллах, в толковании сборника Сахих Муслим, это, говорит, правило шариата, то, что является, скажем, хорошим, благим, уважаемым, то для этого, скажем, используется правая рука. Как одевание одежды. Начинаем с правой стороны всегда одевать одежду. То есть одежду, сарауиль, брюки, вальхуф, обувь, скажем, и верхняя одежда, и нижняя одежда, и обувь. Всегда начинаем именно надевать с правой стороны. Правая рука, правая нога, правая штанина, правая обувь при время одевания. Вадухуль масджид, входит в мечеть сначала с правой ноги. То есть мечеть, открываем дверь, и первый входит в мечеть правая нога. Вассивак, то есть чистим зубы правой рукой. Валь-иктихаль, и наносим сурьму на глаза, также правой рукой. Ватаклим аль-адфар, постригаем ногти, начиная с правой, то есть руки или же с правой рукой это делаем. Вакасу шариб, укорачиваем, постригаем усы, тоже получается с правой стороны начинается. Ватарджилю шар, расчесывание волос, тоже с правой стороны, сначала правой, потом левую сторону расчесываем. Ванатфаль ибет, выдергивать волосы подмышками, тоже, начиная с правой подмышки. Вахалку раз, брить голову, тоже сначала правую сторону, потом левую сторону. Как это делал Пророк Мухаммад салям, как приводится в хаджи, в Мина, он позвал тот, кто будет брить волосы, и сказал, начинать с этой стороны. Начинать с правой стороны, потом уже левую сторону. Вассаляма фи салати, также приветствие в намазе, когда мы выходим из намаза же. Сначала правую сторону, говорим салям. Вагаслюль ардай тахарати, мыть места, то есть омовение. Омовение совершаем, начиная с правой руки и с правой ноги. Валь-хуруджи мин аль-халя, выход из туалета, то есть также выходит правая нога, первый выход из туалета. Валь-акль, то есть едим мы правой рукой. Валь-шурб, пьем правой рукой. Валь-мусафа, здороваемся правой рукой, то есть основная рука является правая. Валь-стилям аль-хаджа аль-асвад, прикосновение к черному камню в Мекке тоже правой рукой. И другие, говорит, скажем, благие, хорошие дела, во всем этом желательно начинать с правой стороны. А то, что является противоположным этому, как входить в туалет, выходить из мечети, высмаркиваться, делать истинджа, снимать одежду, то есть рубашку, штаны, обувь и подобные вещи, в эти случаи желательно делать с левой стороны. Получается, заходим в туалет левой ногой, выходим из мечети левой ногой, высмаркиваем сопли левой рукой, то есть истинджа в туалете только левой рукой, и снимаем одежду, начиная, скажем, то есть с левой стороны. Сначала левая рука, там левая нога, там или левая обувь. Выходит, потом уже правая. Наоборот, это все желательно. Получается, все благие дела желательно с правой стороны, то есть другие дела делать желательно с левой стороны. Вот такой адаб, желательность, который бы, скажем, нам, скажем, не мешало бы помнить об этом чистенько, потому что мы часто человек одевается, часто одеваемся в день много раз, но часто мы эти вещи не помним, забываем. Поэтому нужно себя приучать, вспоминать, приучать все вот благое с правой стороны, а менее благое делать, там грязное делать с левой стороны. قال حدثنا أبو توبة нам рассказал Абу Теуба. قال حدثنا عيسى بن يونس рассказал Айса бин Юнус عن ابن أبي عروبة со слов Саида ибн Аби Аруба عن أبي معشر со слов Абу Ма'ашара عن إبراهيم со слов Ибрахима ибн Язида ан-Нахаи, известный ученый,
Ан Аишата, со слов Аиша радаллаху анха, قالت, сказала, كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى, правая рука посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, она была литухурихи, для очищения, то есть тахарат и гусаль, начала с правой стороны таяммум, ва таамихи, для еды, ва канат ядуху льюсра, а его левая рука была лихаляихи, то есть для туалета, то есть использовал ее в туалете, ва макан мин адай, то, что является, скажем, некрасивым, грязным, этих вещей. То есть то, что является грязным, наджис. То есть хадис по смыслу похож на предыдущие хадисы, хотя здесь Ибрахим ан-Нахаи, он не видел Аишу. Получается, между Ибрахимом и Аишей есть пробел. Ибрахим не мог Аишу видеть. Он ее не видел, поэтому не мог слышать ее хадисы, которые рассказывала. Поэтому хадис, скажем, прерывается, но из-за того, что предыдущий хадис есть, он подтверждается же, значит, он является хадис приемлемый. Потому что предыдущие хадисы, скажем, его подтверждают, его, то есть смысл этого حديثا. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ, قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن الأسود, со слов أسود ابن يزيد النخعي. خال إبراهيم النخعي, получается, он дядя по матери Ибрахима ан-Нахаи, ан Аиша. Если уже выходит Ибрахим, здесь приводится, от кого Ибрахим слышал. Между Ибрахим и Аишей здесь приводится цепочка, где есть Асвад ибн Язид ан-Нахаи. Получается, хадис подтверждается его достоверность, что там пропущено, а здесь, когда мы показываем, кто он есть. Тут какой человек пропущен. Со слов Аиши, они написали сам бимана. Со слов пророка Мухаммада по смыслу предыдущего хадиса. Получается, тот же хадис, который был до этого. То есть, но не дословно, а по смыслу. То есть слова, то есть примерно одинаковый смысл один тот же. Слова могут быть немножко разными между ними. Поэтому, как сказать, что это риваят, он подтверждает предыдущий риваят, то, что он является достоверным, что там просто человек пропущен, и здесь мы говорим, кто пропущен. Тем самым тот хадис превращается в приемлемый хадис. Потому что если есть пропуск уже, значит, человек неизвестно, кто там есть. Если неизвестно, значит, хадис является слабым обычно. Потому что инката, прерывание цепочек передатчиков, кто там есть, мы не знаем. Его не проверим. Поэтому хадис такой считается обычный, если нет другого хадиса подтверждающего, этот хадис считается неприемлемым к действию. То есть это такая глава, то, что нежелательно использовать левую руку в туалете, только, то есть нельзя использовать правую руку в туалете, только левую. И все хадисы, получается, хадис был первый запрет был, другие хадисы были то, что правая рука была для хорошего, а левая была для того, чтобы по меньшей степени, для туалета. Поэтому из туалета нельзя только правой, левой рукой. Начал разговаривать, по-моему, уже. Правая, левая. Если нельзя делаем только с левой рукой, и прикасаемся к половому органу только левой рукой. А все остальное благое делаем правой рукой, себя немного приучаем. Вспоминаем эти вещи. Бабун, глава, следующее, филь иститари филь халя, то есть скрывание, укрывание в туалете во время исправления нужды. У нас там уже было первая глава, то, что человек Мухаммад удалялся как можно дальше, чтобы его не видно было. Здесь получается, когда человек, когда справляет нужду, если не может скрыться, что ему делать? Потому что человек должен удаляться же, и чтобы должен закрываться от глаз людей, чтобы не видели, как справляет нужду. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي, рассказал Ибрахим ибн Муса الرازي, قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور, со слов Thawra ибн Язида, عن الحسين الحبراني, со слов Хусейна الحبراني, или же Химьяри, из племени Химьяр йеменского, عن أبي سعيد, со слов Абу Саида, также Хубрани Химьяри, عن أبي هريرة, со слов Абу Хурайры, радаллаху анху, известный подвижник, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, от пророка Мухаммада саллям, который сказал, من اكتحل, кто будет ставить сюрьму на глаза, то есть иктихаль, сюрьма. То есть есть сюрьма, которую пророк Мухаммад саллям часто
глаз, там даже хадис приводится, что то есть сурьма или исмит, то, что, если человек ставит глаза внутрь глаз, скажем, там порошок, то это очищение зрения и рост ресниц помогает. Помогает, то есть, улучшать зрение и помогает росту ресниц. Поэтому это является действием желательным, которое в наше время, конечно, часто у нас много людей не знают. Поэтому тот, кто будет ставить сурьму в глаза, фальютер, пусть это делает нечетное количество раз. Если будет ставить сурьму, то делает нечетное количество раз. То есть пусть выберет. Желательно, чтобы было количество нечетное. И здесь есть два варианта. Первое, получается, по 3 в каждый глаз. То есть 3 в один глаз, получается нечетное на правый глаз 3 раза, и левый раз 3 раза. Получается нечетное количество раз на каждый глаз. Или же нечетное количество раз на оба глаза. 3 сюда, 2 сюда. 3 вправо или 2 в левый. Получается здесь или 3-3, или же в общем 5, да, получается. Оба варианта приводят ученые. И желательно, что это будет в каждый глаз по 3 раза. Это подтверждается действием пророка Мухаммада ﷺ, как приводится в Тирмизи Шамаэль, то, что пророк Мухаммад ﷺ, у него был сосуд маленький с сурьмой, и он каждую ночь носил глаза, сурьму носил на глаза, и делал, 3 раза сюда, 3 раза сюда. То есть 3 раза в этот глаз и 3 раза в этот глаз. Получается, по 3 раза в каждый глаз является числом нечетным. Ман фааля факат ахсана. Кто так поступит, то сделал благое, хорошее дело. А ман ля, кто так не поступит, то есть сделать не по 3, а по 2 раза, или у него будет четкое количество раз получится, фаля хараджат, в этом нет греха. Получается, сделать по 3 раза хорошо, если не сделаешь, то нет греха, то есть не является грехом. Получается, то есть, не грех, если человек сделает что-то количество раз. То есть нечаянно или же даже не нечаянно. Оман истаджбара, кто будет использовать, то есть камни во время стинджа, то есть кто будет вытирать камнями или же бумагой туалетной после исправления нужды. Фальютер, пусть делает нечетное количество раз. То есть тоже, там 3 камня или 3 куска бумаги пусть использует для этого в истинджа. Или же второй вариант, истаджбар означает, окуривать благовонием. Есть же благовоние, которое есть палочка, которая же дым издает, выходит же дым, поэтому окуривание благовониями. И также имеется в виду слово истаджбара, когда используют камни истинджа, и также окуривать, благовониями что-либо. Также называется то самое слово все-таки. Одно слово, 2 смысла. 2 раза смысла. Поэтому и то, и другое, оно приводится. Обычно эта вещь приводится в главе джаназа. Когда приводится про кафан покойника, там сказано то, что перед тем, как человека кафан завернуть, нужно, чтобы этот кафан прокурить благовониями. Получается, там зажечь благовоние, и материал подержать в этом месте, чтобы от него хорошо пахло, от этого кафана. Так приводится у них по фикху. Поэтому здесь 2 варианта. Истинджа и окуривание благовониями. Нужно делать то есть делать нечетное количество раз. Ман фааля факат ахсан. Кто так поступит, то он сделает хорошо. А ман ля, кто так не поступит, фаля халя, то в этом нет греха. В этом также нет греха, потому что выходит то, что этот хадис указывает, и является доводом масхаба Абу Ханифы, то, что в туалете 3 камня, 3 куска бумаги не фарс. Просто может 3, может поменьше. То есть не обязательно. Желательно 3, но если человек ошибется и будет использовать меньше, в этом нет для него греха. Оман акаля, кто будет кушать, кто поест, фама тахалляля, то, что он, если человек поест, потом, будет использовать зубочистку, и ей будет, пищу выковыривать между зубов, и когда, получается, зубочисткой он вытащит еду изо рта зубов, фальяфас, пусть ее выплюнет. То, что если вытащил пищу зубочисткой между зубов, то фальяфас, пусть ее выплюнет. У амаляка, то, что человек вытащил языком из-под зубов, билисанихи, фальяфас, пусть эта часть, эту еду проглотит.
Поэтому то, что зубочисткой, говорит, нужно выплюнуть, то, что языком там, да, когда выковырил, да, то, что к языку прилипло, это нужно проглотить, сказано в этом хадисе. В этом хадисе, потому что обычно, если человек ковыряет зубочисткой, там же может кровь быть, поэтому, скажем, там она может, в кровь, острая же, человек там может повредить себе. И может быть, поэтому, то, что кровавые вещи глотать нежелательно. То есть кровь вообще шестнадесятым по масхаву, поэтому ее не глотается на кровь. Поэтому, если ты ковырялся, там пишет, там, возможно, там кровь вышла, поэтому эту вещь нужно выплевывать, не глотать. А когда языком же, там же кровь не выходит обычно. Поэтому проще, легче. Вот такое объяснение этим словам хадиса. Ман фа'аля факад ахсан. Кто так поступит? Получается, кто, если ковырял зубочисткой, выплюнет, если языком пусть проходит, так это сделал благо, то есть сделал хорошо. Оман, кто так не поступил наоборот, фаляхаля, то нет греха в этом. То есть это вещь не фарс, просто желательно так делать. Потому что тут может кровь, там весь крови не бывает. А если человек там выковырял зубочисткой, не было крови, проглотил, и там то, что там языком там выдавил и потом выплюнул, в этом тоже нет греха. Оман аталгаита, и тот, кто пойдет, скажем, для справления нужды, то есть в туалет или место справления нужды, фалестати, то пусть скроется от взглядов людей. Пусть закроется от взглядов людей, то есть по возможности, то есть человек, скажем, должен находиться там, так уйти, чтобы его не видели. Если человек себя исправит нужду, чтобы его никто не видел, и он был далек от взглядов людей. Если же человек не может это сделать, фаильнам яджид, если человек не найдет места, где его никто не видит, илля, кроме как, ан яджма акафиба мин рамлин, кроме как, если он будет вынужден сделать кучу из песка для себя, то есть когда там сделать кучу из земли, когда фалестадбирху и сядет спиной к нему. Получается, не нашел ничего, получается, там взял там песок, там, да, и вот песок сделал кучу, да, какой-то небольшой, и сел, да, чтобы не видно было. Хотя бы, то есть, часть не видно было, нижняя часть тела. Потому что, ладно, верхняя часть не видно же, там нет аврата. А что такое, там, сравнить, где там, там же пустыня, где промахался, поэтому там песок. Там землей, там, какими-то вещами там, накидать, там, набросать, чтобы хоть что-то сделать, да, какую-то преграду сделать, да, небольшую, чтобы тебя не видно было. Фаинна шайтана ял'абу бимакади бани Адам. Так как шайтан, говорит, он играет, говорит, то есть в местном сидении, говорит, сыновей Адама. Сыновей Адама, то есть нижней частью тела, то есть если человек не укрывается, видно его аурат. То есть шайтан, получается, вызывает у людей наущение, сомнения и так далее. То есть человек, получается, поэтому играет. То есть человек возникают наущения, сомнения в этом вопросе. Из того, что человек видели, там не видели, поэтому шайтан больше подсылает свои разные мысли ненужные. Манфа'аля, кто так поступит, то, получается, не дает ничего, и сделает какую-то кучу из чего-либо, и сядет за ней, скроется, кто так сделает, то он поступил очень хорошо. Оманля, кто так не поступит, кто так не сделает, фаляхаля, то нет для него, говорит, греха. Получается, если человека не видно. В любом случае, нужно стараться, чтобы человек не видно было. То есть, хотя бы, то есть исправить нужно так, чтобы часть тела, которая аурат, она была закрытая. Искать такое место. И не исправить нужду там, где там человек увидит. Но если человек в такой ситуации, скажем, в кругом люди там, да, спрятаться негде, исправить нужно, тогда человек исправляет нужду, и уже грех на тех людях, кто смотрит. Не на тебе, потому что тебе некуда скрыться. А те, которые там находятся и тебя смотрят, уже грех на них. Потому что они должны отвернуться, не должны не смотреть. Поэтому если человек оказался в ситуации, когда никуда не денешься, да, то есть больше никуда не денешься. Если нет такого места скрыться, да, спрятаться, где все открыто, да, получается. Где все, бывают места, когда человек закрывает до разных помещений и так далее, где то бывает общий, да, все там сидят, там, да, человек не может скрыться никуда. Уйти никуда невозможно, да, никакой ширмы, ничего нет. Туалет находится такой, общий туалет. Поэтому человек исправлять нужно будет там, а то, что там он ничего не сделал, нужно грех тем, кто смотрит. Не только исправляет, нужно, а тем, которые смотрят. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, раваху Абу Асим, Хаис передал Абу Асим, ан Thawr, со слов Thawra, Каля, сказал Хусейн аль-Химьяри, Каля, раваху Абдул Малик ибн Саббах, его передал Абдул Малик ибн Саббах, ан Thawr,
факаля, и сказал Абу Саид аль-Хайр. Ну, здесь в этом хадисе Абу Дауд приводит цепочку передатчиков. И сказал Абу Дауд, Абу Саид аль-Хайр является подвижником пророка Мухаммада. Вот здесь у нас в цепочке был Абу Саид аль-Химьяри или же Абу Саид аль-Хайр. Вот один этот человек, который, то есть, там Абу Саид, ну, спор между учеными, кто он там? Это два человека или один человек, или просто там перепутали, когда писали и так далее. Вот из-за этого хадис многие ученые считают недостоверным. Из того, что здесь, когда один передатчик, кто такой неизвестно. Там, когда Абу Саид аль-Хайр, Абу Саид аль-Хайр или Абу Саид Хубрани, два человека, один человек. Вот из-за этого там разные проблемы именно в иснаде. Поэтому хадис некоторые ученые считают недостоверным из-за непонятного передатчика. Потому что непонятно, кто он был. А Масаба Ханафи его принимает. То есть в любой книге Масаба Ханафи Масаба этот хадис приводится как довод, как далиль. Получается из того, что у каждого масхаба там есть свои критерии отбора хадисов. У ханифитов свои критерии, у шафитов свои, там, маликитов свои. Поэтому у каждого масхаба есть свой мусталах хадис. Свои там критерии, правила приема, не приема хадисов и передачи. Поэтому, как из этого, между масхабами, то есть хадис один и тот же, но одни принимают, другие не принимают. И поэтому есть целая книга там в каждом масхабе свои критерии, свои правила принятия и не принятия хадисов. Из-за этого, получается, хадис есть, тот его не принимает, тот его принимает. Но как бы ни было, все равно шарх дается хадису. Шарх, объяснение хадиса всегда дается, потому что возможно хадис достоверный, а возможно недостоверный хадис. Поэтому вот такой хадис кажется, что нужно закрываться. Так, эта вещь понятна, потому что аурат открывать нельзя, тем более в исправлении нужды, тем более его открывать нельзя, поэтому человек должен все сделать, чтобы его не видели. Если уже не получается, значит делать как получится, где получится, когда уже невозможно скрыться, невозможно спрятаться, никакую там ширму поставить, ничего невозможно. Тогда уже делать, куда денешься, поэтому нужно так ведь. Потому что человек же будет там, где уже получится это делать. А так в основе, альхамдулилля, в основном есть возможность скрываться, только в некоторых ситуациях, когда человек может оказаться без выхода из ситуации. Поэтому в любом случае человек делает все возможное, все, что в его руках делает, а все, что не в руках, уже это уже оставляет на волю Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Вот на этом, иншалла, сегодня остановимся. На этой главе. Иншалла, продолжим. Начинается новая глава, там сразу у нас 1, 2, 3, 4 хадиса, но они, в принципе, похожи друг на друга. Но там уже новая тема, снова, иншалла, на следующей неделе. Иншалла. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته